Как проходит выдача жилья детям-сиротам? Мы о статистике ДТП расскажем. Это новости на телеканале «Осетия». В студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Когда народ чувствует, что власть всегда рядом, и власть неотделима от народа. Вячеслав Битаров сегодня провел совещание с общественными помощниками. По словам главы, благодаря им республиканская власть максимально оперативно узнает о проблемах в районах. Какие вопросы обозначили на этот раз? В абсолютном восторге. Это очень вдохновляет углубиться в учебу, заняться своей карьерой. Для осетинских студентов, обучающихся в вузах Москвы, организовали экскурсию в Совете Федерации. Что нового узнали молодые люди? Это было какое-то потрясающее, ни с чем не сравнимое обаяние. И его реально любили все. Со дня смерти известного журналиста Олега Дойва прошло 5 лет. С него на северо-российском телевидении началась служба новостей. О невероятной самоотдаче Олега Рамазановича и любви к работе. В выпуске. Видео ДТП со смертельным исходом, произошедшее накануне на проспекте Коста, попало на камеру видеорегистратора. Сегодня его опубликовал информационный сайт «15-й регион». На видео видно, как столкнулись две иномарки. От удара одну из машин отбросило на остановку общественного транспорта. Там находились 3 человека – бабушка с внуком и мужчина. Женщина 83 лет погибла на месте. Мужчину и 19-летнего молодого человека госпитализировали. Об их состоянии сегодня ничего не известно. В республиканском Минздраве в доступе к этой информации журналистам отказывают. Видео ДТП, которое мы сейчас видим на нашей видеостене, собрало сотни комментариев в соцсетях. Пользователи оценивают силу удара и траекторию пути автомобиля от места столкновения до остановки. Одни пишут, что водитель Mitsubishi вероятнее всего совершал обгон с превышением допустимой скорости. Именно поэтому от удара машину отбросило так далеко. Другие считают, что в равной степени виноват и водитель Volkswagen, который не посмотрел в зеркало и допустил столкновение. Так или иначе, кто и в какой мере виноват, предстоит определить экспертам. В госавтоинспекции оценку происходящему пока не дают. Единственный комментарий – выяснение обстоятельств аварии продолжается. А я отмечу, что по итогам прошлого года в Северной Осетии произошло 913 ДТП. В них погибло 107 человек, еще 1286 получили ранения разной степени тяжести. Есть ли тенденция к снижению аварийности и какие меры принимают, чтобы избежать аварий и их тяжелых последствий, нам рассказал начальник госавтоинспекции Северной Осетии Айвар Хуадонов. По итогам текущего периода времени у нас тенденция небольшого снижения аварийности. То есть мы на данный момент на территории республики у нас совершено 182 дорожно-транспортных происшествия. 12, к сожалению, опять же скажу, что 12 человек в этих дорожно-транспортных происшествиях погибли, и пострадало у них 265 человек. Небольшое снижение имеется. Но это большой комплекс мероприятий, который уже включает в себя массу требований, которые необходимо определять не только к работе сотрудников госавтоинспекции, но это содержание уличной дорожной сети, это обустройство уличной дорожной сети, приведение ее к стандартным нормам, которые позволят сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Ну и, естественно, мероприятия сотрудников госавтоинспекции – это проведение специальных мероприятий, я имею в виду рейдовые мероприятия, которые проводятся периодически у нас в республике. Это нетрезвый водитель, это и пристегнись, это пешеход на переходе, детские дорожно-транспортные травматизм также профилактируем. Привлекаем массу организаций общественных, которые нам помогают в этих флешмобах, особенно касается детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей безопасному поведению на проезжей части.
Северная Осетия готовится к большому совещанию по вопросам цифрового развития региона. В республику приедут 240 делегатов со всей страны, в том числе вице-премьер правительства России Максим Акимов и министр цифрового развития Константин Носков. Пройдет совещание с 24 по 28 апреля. Подготовку к нему сегодня обсудили на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым. В разговоре приняли участие вице-премьер Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев и руководитель управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. Глава республики поручил со всей ответственностью подойти к подготовке к предстоящему крупному мероприятию. Также темой беседы стал переход Северной Осетии на цифровое вещание. Алан Салбиев сообщил, что прорабатывается несколько вариантов выхода в цифровой эфир нашей телекомпании. Он также рассказал, что в Северной Осетии аналоговое телевидение полностью отключат 3 июня. Сейчас волонтеры готовы помочь жителям районов разобраться с цифровыми приставками. После перехода на цифру будут доступны 20 бесплатных федеральных телеканалов и 3 радиостанции, отметил Алан Салбиев. Сегодня же Вячеслав Битаров провел совещание со своими общественными помощниками. По словам главы, институт был создан сравнительно недавно, но уже смог зарекомендовать себя. Благодаря общественным помощникам власть оперативно узнает о проблемах в районах республики. Несколько проблем было озвучено и на сегодняшнем совещании. В Хумалаге проблемы с водоснабжением, а состояние пищеблоков в детском саду селения Бытако оставляет желать лучшего. В Мизури обеспокоена остановкой горнообогатительной фабрики. Выяснилось также, что серьезные проблемы в учреждениях здравоохранения. К примеру, в станице Архонской больница в ужасном состоянии. Вопросы, требующие срочного решения, встречаются и в лечебных учреждениях, и в других населенных пунктах. Напряженная ситуация складывается в больнице Правобережного района. Существует конфликт между главврачом Будновым и коллективом. По словам пациентов и сотрудников, с его приходом в больницу улучшилось качество оказываемой медицинской помощи. Ухудшились условия труда, в коллективе стали регулярно происходить конфликты. Что касается учреждений здравоохранения в сельских поселениях, то большинство амбулаторий нуждается в ремонте. А амбулатория в селении Хумалак требует капитального ремонта. Это работа, ради которой мы создавали данный институт. Это когда народ чувствует, что власть всегда рядом, и власть неотделима от народа. Вот эту работу надо еще больше укреплять и усилять. Это можем сделать только благодаря вам. Поэтому прошу вот тоже Константин Александрович над этим нам дальше работать, чтобы работа эта укреплялась. Реконструкция Центрального парка завершится уже в этом году. Об этом сообщил глава администрации Владикавказа Борис Албегов во время рабочей встречи с главой республики Вячеславом Битаровым. Реконструкция парка идет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Также планируют и благоустройство дворовых территорий Владикавказа. На эти цели направят 100 миллионов рублей. Подрядчиков определят до конца апреля, а работы завершат до осени. Одной из тем встречи стала готовность города к летнему периоду и отдыху граждан. Борис Албегов рассказал о благоустройстве водной станции и городских уличных фонтанов. По его словам, второй пруд уже вычистили и скоро заполнят. Этим летом горожане смогут купаться в обновленном пруду. Идет реформирование трамвайного парка и модернизация подвижного состава. 9 мая на линию будет выпущен один обновленный трамвай, второй в июне. Тогда количество вагонов достигнет 17. В текущем году на дорожные работы в Северной Осетии будет потрачено более 2 миллиардов рублей. Более 300 миллионов из них направят в Моздокский район. Эта сумма позволит существенно улучшить качество дорог. Об этом нам сообщил пресс-секретарь главы республики Таймураз Калицев. Он также рассказал о том, каким дорогам будет уделено особое внимание. Отдельное федеральное финансирование республика получит на строительство стратегически важной для Северной Осетии дороги, которая напрямую свяжет Владикавказ и Моздок. Проект дороги подготовлен, по нему получено положительное экспертное заключение. Правительством России финансирование данной дороги утверждено в план на 2019-2020 годы. Ведется также проектирование дороги в обход города Владикавказ. К осени текущего года проект будет готов и передан на госэкспертизу. Вячеслав Битаров продолжает серию встреч с жителями районов республики. Завтра глава поедет в Ордонский район. Со своими проблемами и интересующими вопросами к нему смогут обратиться жители селения Мичурина. Встреча пройдет в сельском доме культуры в 18 часов 30 минут.
Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдают с нарушениями или не выдают вовсе. Тема не новая, об этом неоднократно говорил глава республики. Подчеркивал, все виновные должны понести наказание. И вот пришли результаты прокурорской проверки. По ее итогам обнаружены грубые нарушения в соблюдении жилищных прав этой категории граждан. Некоторое жилье, приобретенное в прошлом году, для детей-сирот не соответствует должным характеристикам. А именно, практически во всех жилых помещениях, купленных в пригородном и Дегорском районах, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, квартиры не соответствуют техническим требованиям. Например, в Михайловском сироте купили жилое помещение, в котором никуда не годятся инженерные системы. Речь идет о вентиляции, отоплении, водоснабжении и даже канализации. Нарушен еще один пункт. По закону жилье для сироты должно находиться в черте того населенного пункта, откуда несовершеннолетний выбыл. И только в некоторых случаях закон разрешает предоставлять жилье в другом населенном пункте. Правда, исключительно с письменного согласия сироты и органа опеки и попечительства. На деле из более 20 фактов приобретения жилья детям-сиротам в других населенных пунктах письменное согласие получено только в 10 случаях. К примеру, Министерство ЖКХ Республики приобрело жилье 2 сиротам из Камбелеевского в поселке Дачное. Бумаги с согласием нет. Более того, от заключения договора социального найма сироты категорически отказались. В результате до сегодняшнего дня жильем не обеспечены. А это прямое нарушение их прав. В прокуратуре отмечают, все перечисленные нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Межведомственной комиссии по обеспечению жилищных прав детей-сирот. Эта правительственная комиссия уполномочена осуществлять контроль за сроками, местом, качеством предоставляемого жилья. Добавим, нарушения выявлены в деятельности непосредственно Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики. В результате надзорный орган внес представление в адрес председателя правительства республики. Теперь предстоит устранить нарушения. Виновным должны предъявить дисциплинарные взыскания, а также они понесут административное наказание. А сейчас к другим темам. Студенты из Осетии побывали в Совете Федерации. Ребят во время пленарного заседания поприветствовала сама спикер Верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко. Коллеги, сегодня на нашем заседании присутствуют студенты из Южной Осетии, Северной Осетии, Алании, обучающиеся в московских вузах. Давайте их поприветствуем, пожелаем успехов. Экскурсию в Совет организовали для 30 юных активистов молодежного представительства в Москве. Ребята, студенты столичных вузов, в Верхнюю палату парламента их пригласили, чтобы показать, как работает высший законодательный орган страны. Студентов также поприветствовали сенаторы от Северной Осетии Теймураз Мамсуров и Арсен Фадзаев. Вместе с участниками заседания ребята заслушали доклад генпрокурора России Юрия Чайки и выступление министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова. Каждому студенту вручили презенты, а от Арсена Фадзаева они получили благодарственные письма за добросовестное отношение к учебе и стремление к знаниям. В завершении встречи традиционное фото на память в фойе Совета Федерации на фоне осетинского флага. Студенты поблагодарили сенаторов за прием и интересную экскурсию, а постоянное представительство республики при президенте России за содействие в организации мероприятия. Вообще экскурсия принесла нам море впечатлений. Я вообще учусь на журналиста, и я впервые увидела, как корреспонденты Первого канала работали с Валентиной Матвиенко. Я в абсолютном восторге. Это очень вдохновляет углубиться в учебу, заняться своей карьерой. Во Владикавказе сегодня тоже встречались со студентами. В Северокавказском горно-металлургическом институте прошел круглый стол «Молодежь против экстремизма и терроризма». В повестке обсуждение мер по профилактике проявления экстремизма среди молодежи. В работе круглого стола приняли участие министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуцев, преподаватели ГМИ и представители общественных организаций. В обсуждении участвовали студенты из Камеруна, Египта, Ливии, Палестины, Узбекистана и Таджикистана. На встрече подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере информационного противодействия терроризму и экстремизму. Свои подписи поставили представители Миннаца, общественной организации «Правовой центр права на защиту» и вуза. Документ предусматривает организацию совместной профилактической работы. Это проведение лекций, бесед, круглых столов и научно-практических конференций. По итогу мероприятия запланировали собрать группу студентов, которые будут помогать мониторить социальные сети на предмет экстремистских проявлений. Мы
намеренно проводим такое мероприятие именно в этом вузе, потому что здесь очень много студентов из разных стран, здесь много студентов из наших соседних субъектов по Северокавказскому федеральному округу. И тематика эта остается важной, злободневной, актуальной. Я имею в виду профилактика экстремистских проявлений. И сегодня вот мы решили вместе с молодежью поговорить о том, как эту работу лучше организовывать, адресную профилактическую работу. Первый субботник в Северной Осетии пройдет 20 апреля. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Северной Осетии Теймур Аскалицев. Ранее планировалось, что сезон общереспубликанских субботников начнется в последнюю субботу месяца. Однако ранее заявленную дату решили перенести. 28 апреля православные отмечают Пасху. Накануне отмечают Великую Субботу, и люди бывают заняты подготовкой к празднику. Напомним, общереспубликанские субботники проходят с 2016 года по инициативе Вячеслава Битарова. На уборку парков, скверов, набережной и других общественных мест выходят все неравнодушные жители республики. Среди них и государственные служащие, работники бюджетной сферы, студенты и школьники. Каждая группа благоустраивает закрепленную за ней территорию. Субботники проводят вплоть до наступления холодов. И, как оказалось, субботники в нашей республике проходят не безрезультатно. Северная Осетия вошла в число самых экологически ответственных регионов России. Такие результаты привел Фонд дикой природы России в своем исследовании. В нем приняли участие около 60 тысяч человек из 800 населенных пунктов. Эксперты подсчитали соотношение уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона и степени готовности ее решить. Так, наиболее экологически ответственными оказались жители республики Алтай. С небольшим отставанием следует Северная Осетия и Севастополь, а замыкают рейтинг с самым низким результатом Костромская и Магаданская области. Об этом сообщают РИА Новости. Кроме того, жители Северной Осетии оценивают экологическую обстановку в республике как хорошую. В конце списка оказалась Калмыкия. Особенно низкие оценки получила качество воды и объем отходов из пластика. Сегодня ровно 5 лет, как не стало Олега Дойва, известного журналиста. Невероятный энтузиазм, самоотдача, смелость и любовь к своему делу. О качествах, которыми он обладал, можно рассказывать долго. Олег Рамазанович был одним из основателей информационной программы «Ириштон сегодня», да и в целом информационного вещания в Осетии. К каждой съемке подходил максимально серьезно. Продумывал все до мелочей. Учился и учил, делился навыками и вдохновлял своим энтузиазмом. О том, каким запомнили Олега Дойва, в материале Хета Гаплиева. Не останется ли навсегда в памяти этих малышей свист пуль и рев вертолетных двигателей? Работать в самом пекле – это про него. Рассказать о том, что происходит, не пройти мимо, помочь. Простые журналистские аксиомы для Олега Дойва были заповедями, которые нарушить невозможно. Если надо под пули, значит пойдет. 91-й – конфликт с Грузией. 92-й – события в пригородном районе. Он на передовой. С микрофоном и камерой. Бесконечно мужественный и бесконечно спокойный Олег Рамазанович, который не вписывался ни в какие телевизионные стереотипы. Знаете, вот сейчас такой тренд есть у телевидения. В принципе, он и раньше был. Телевидение всегда драйвовое, телевидение – это всегда скорость и всегда какая-то агрессия. Олег был принципиально другим. Я больше таких никогда не видел. То есть он выходил в эфир с извиняющимся выражением лица. Я думаю, вот все те, кто его помнят, они вам об этом скажут. С выражением лица, как будто ему было крайне неудобно, что он через экран телевизора вошел в чью-то семью. Но при этом это было какое-то потрясающее, ни с чем не сравнимое обаяние. И его реально любили все. С Олега Дойва на северо-осетинском телевидении, в общем-то, и началась служба новостей. И не только на севере Осетии, но и на юге. По ту сторону Кавказского хребта и сегодня вспоминают, как в Южную Осетию во главе с Олегом Рамазановичем прибыл десант из профессиональных журналистов-телевизионщиков, которые должны были помочь создать с нуля целую сферу. И создали. Первый эфир государственного телевидения Южной Осетии – это заслуга наших северо-осетинских коллег, в первую очередь Олега Дойва, который тогда выполнял такую роль соредактора. То есть мы вместе с ним составляли план, вместе с ним
хронометраж, ну, в общем, все, что полагается. Информационщик, он искал темы, создавал форматы, показывал на собственном примере, как делать новости. Острые, оперативные, обязательно о том, что действительно волнует. Своих юных коллег учил тому же. Уже много лет спустя его воспитанники вспоминают. У него была особая система оценок журналистских материалов. Если говорил, давай еще посмотрим, значит сюжет стоит попросту отправить в урну. Годится? Уже лучше. Летая проза, значит хорошо. А тихая с улыбкой в усы Хемингуэй, значит работа сделана превосходно. Никогда не делал прямым образом замечания, никогда не редактировал тексты как-то жестко, всегда очень деликатно, с чувством юмора, тактично, и никогда не давал никаких инструкций. Просто когда ты общаешься с ним, когда ты просто находишься рядом с ним, ты и так знаешь, как правильно поступить, ты и так знаешь, как правильно сделать, и как правильно в том числе и написать, и как правильно поработать. Профессиональные качества Олега Дойва высоко ценили везде, где он работал. В 2008-м возглавил информационно-аналитический отдел парламента Северной Осетии. Глава законодательного органа Алексей Мачнов и теперь вспоминает, Дойв был большим профессионалом. Не надо было что-то говорить, долго и нудно разъяснять. Надо было просто поставить задачу. И не думать о том, как будет выполнено, в какие сроки, потому что все будет сделано четко и правильно. Нужен был совет, пожалуйста. Олег, подскажи. Нужна была какая-то информация дополнительная. Олег, подскажи, расскажи. И все это делалось очень легко, спокойно. А еще Олег Дойв бесконечно любил футбол. Когда-то играл за местный клуб. Говорят, на поле он был абсолютной противоположностью тому Олегу Дойву, которого знали за воротами стадиона. Жесткий защитник, а позже пылкий и азартный болельщик. Его коллега Урузмак Баскаев говорит, вместе с Олегом Дойвом работали над спортивными программами. И делать это было всегда исключительно комфортно. И когда я задумал на телевидении создать отдельную редакцию спортивную, первый, кто меня поддержал, это был Олег. Олег сразу сказал, Урузмак, давай будем настаивать. Ты уже готов, мы уже готовы к этому. Надо, необходимо. Назрел этот вопрос и давно назрел. О нем вспоминают, никогда не повышал голоса, всегда ровный и приветливый со всеми, с руководителями, юными коллегами, героями сюжетов. Его доброты и терпения хватало на всех. И это тепло и сегодня хранят в сердцах все, кого коснулось чуткое внимание Олега Дойва. Хетек Плиев, Аслан Тебиев, Заур Кодзаев, Александр Левченко. Новости Осетии. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. А сейчас смотрите информационный выпуск моих коллег из осетинской редакции. Марат, здравствуй. Тебе слово. Бождың Марьяна, промышленность и транспорта министра Адамина Вартабом Бабара Коттой Куштуат Изольда сама уйты хайвун разур заштам. Уймама анхашкан заштам абон зауджиқа усы конкурс шары что и уволдар. Фала чешил фаштадар наруал рекламы.